Коронавирус молодеет. Все больше тяжелых случаев у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом говорят представители медицинского сообщества. Обсудим тему коронавируса, а также вакцинации прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами заведующий кафедрой детской хирургии Башкирского государственного медицинского университета Ильдар Галимов. Ильдар Скандарович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем. Мы понимаем, что Роспотребнадзор сейчас констатирует, что ситуация по коронавирусу стабильная, да, но в то же время она требует вмешательства, и поэтому очень много сейчас призывов по вакцинации. А вот какую картину видите вы? Ну, на самом деле ситуация в стране в целом, ситуация в республике, надо сказать, во многих странах в мире, она не совсем стабильна. Мы, как говорится, как предупреждали, начинается, скорее всего, уже началась третья волна. Третья волна связана не с существующим вирусом, который зашел к нам изначально в период пандемии 2020 года, а началась она как раз-таки с новым штаммом вируса, который вышел из Индии. Это так называемый дельта-вирус. Естественно, он высококонтагиозный, он мутировал, скорее всего, и с нашим вирусом, который уже находится на территории Российской Федерации, в том числе и Башкортостана. Поэтому та иммунная прослойка, которая была до этого закреплена из переболевших, из вакцинированных малого процента, она недостаточна. Естественно, мы сейчас наблюдаем тот уровень ежедневного инфицирования вирусом, в том числе и индийским, и старым, уханьским. И эта тенденция набирает оборот. Действительно ли индийский штамм коронавируса более агрессивный и он быстрее воздействует на организм человека? Расскажите, пожалуйста, вот в чем его отличие? Да, по всем исследованиям, по всем клиническим исследованиям, по всем лабораторным исследованиям, по тем данным, которые предоставляют нам и другие страны, и лаборатории, включая институты нашей Российской Федерации, этот вирус более контагиозен. Он имеет немножко другую форму антигенной структуры, поэтому он заражает намного быстрее. Если мы раньше говорили, что инкубационный период в период инфицирования уханьским или первым вирусом новой коронавирусной инфекции составлял порядка 2 недель, там 9 дней, 12 дней, то инкубационный период при инфицировании данным вирусом составляет практически 4-5 дней. Это очень маленький срок, и за это время в клинике мы наблюдаем уже развернутую картину пневмонии. То есть человек, он быстрее заболевает? Намного быстрее и осложнения другие. Намного быстрее заболевает по времени, клинически проявляется более агрессивной, тяжелой картиной, и, соответственно, осложнение дает очень серьезное. Вакцинация, каким образом может она изменить ситуацию, да, и может ли она изменить ситуацию коренным образом? Вот, наверное, это самый насущный, но самый главный вопрос. Вакцинация, да или нет? Конечно, да. Почему? Потому что необходимо в популяции достичь той прослойки, иммунной прослойки населения, всех жителей не определенной страны, не определенного региона, а всей страны Российской Федерации, не менее 60%, чтобы как-то повлиять на ход событий. Что это значит? Дело в том, что если мы достигнем процент вакцинирования хотя бы 60%, мы меньше получим клинического проявления данного вируса. То есть у нас в организме уже будут антитела к этому вирусу, мы уже будем стойким, организм более будет подготовлен к воздействию этого вируса. Соответственно, даже при наличии инфекции в организме, если человек инфицировался, клиническая картина будет проходить более благоприятно, нежели у человека, который не вакцинировался. Поэтому, когда стоит вопрос, сейчас тем более актуально, вакцинироваться или нет, естественно, вакцинироваться. Поэтому мы все медицинские работники призываем вас, всех жителей страны, всех жителей региона, пожалуйста, приходите на вакцинацию. Благо у нас в Уфе развернуто огромное количество точек для вакцинации. Помимо стационаров, поликлиник, есть общественные места для вакцинации, где записаться можно достаточно легко. После осмотра терапевтом вы получите ту же самую вакцину. Ильдар Скандарович, те, кто сейчас выбирает, какую вакцину им делать себе, да, ваши советы для них? На сегодняшний день у нас зарегистрированы, получили сертификат 3 вакцины основные. Все они, как заявил производитель, имеют в своей основе различную базу, но
каждая из них эффективна. Если стоит вопрос, какая вакцина лучше, какая вакцина хуже, естественно, это все индивидуально. И нет такого понятия, эта вакцина хуже, эта вакцина лучше. Самое основное – сделать вакцину и получить иммунный ответ. Вот чего мы достигаем. Мы достигаем основной цели – результат. А результат должен быть наличие титра антител в организме. Поэтому все эти 3 вакцины, включая 4-ю «Спутник Лайт», они все прошли испытания, естественно, они получили сертификат, и все они годны для использования у людей, начиная с 18 лет. Если мы говорим о том, что коронавирус молодеет, и вот так вот свирепствует индийский штамм коронавируса, да, то и основная группа риска – это люди молодые. Вот для них вот ваши рекомендации тоже отдельно, пожалуйста. Основная группа риска, наверное, все-таки нельзя включать, это категория людей детского возраста до 12 лет, 12-18, свыше 18 лет и старческого возраста. Дело в том, что, как мы видим сейчас на улице, все люди ходят без масок, люди немножко расслабились. Они все вперемешку, ходят по торговым залам, ходят в места большого скопления. Поэтому здесь, наверное, надо призвать к ответственности каждого гражданина, призвать его к тому, чтобы он осмыслил и осознанно пошел на вакцинацию. Естественно, группы риска остаются прежние. Это достаточно ослабленный организм, это старческий возраст. Но на сегодняшний день могу вам точно сказать, что контингент больных, он молодеет. Причем молодеет не только от 20 лет и выше. У нас есть и дети, которые уже переболели. У них в крови мы обнаруживаем титр антител иммуноглобулинов класса G в той или иной степени. Как они переносят? Знаете, по-разному. Если все-таки наступило клиническое проявление, если ребеночек заболел и заболел с ярко выраженной клиникой, то дети переносят тоже тяжело. Наступают такие осложнения, как полиорганная недостаточность, геморрагический синдром и почечный синдром. Дети болеют также. Нужно ли делать медобследование перед вакцинацией? Что должно включать вот обследование у врачей? Специфического какого-то специального медицинского обследования здесь нет. Единственная настороженность у людей, находящиеся, ну, скажем так, на достаточно долгом диспансерном учете. Это онкозаболевания, длительно протекающие на химиотерапии находящиеся. Вот. Ну, наверное, и все. Все остальные люди, те, кто перенесли вакцинацию, это люди и старческого возраста, и люди после инфаркта, и после операции на сердце, люди, перенесшие и аортокоронарное шунтирование, и больные, перенесшие ряд операций по поводу онкологических заболеваний, они благополучно перенесли. У меня вся семья вакцинировалась, причем в семье есть и больные люди. Мы знаем, что БГМУ, как и остальные больницы республики, они все на передовой борьбы с коронавирусом. Да? Вот за эти 1,5 года, пока идет борьба с этой инфекцией, вот что больше всего поразило вас лично? Ну, наверное, меня лично поразило одно большое желание каждого медицинского работника, который работает в структуре медицинского университета. А мы подключились буквально с первых дней начала пандемии. На базе нашего Башкирского медицинского университета был развернут госпиталь. Госпиталь принимал с первого дня до последнего дня с очень хорошими показателями. И в первую очередь меня поразило отношение всех людей, медицинских работников, которые работали и работают, продолжают работать на базе клиники Башкирского государственного медицинского университета. Это и санитарки, и медсестры, и хирурги, и терапевты, и врачи, и инфекционисты. Все, кто были, во-первых, ни один из медицинских работников не отказался от своей работы, все они продолжали трудиться. Мало того, у нас огромное количество групп, включая студентов, волонтеров и молодых специалистов, выезжали по всей России и оказывали практическую помощь, не только научно-консультативную, а практическую помощь тем гражданам, которые нуждались в помощи. Что бы вы сказали тем, кто не верит в существование коронавируса? Да? Ведь вы наверняка видели, что происходило в красных зонах. Вы знаете, мы столкнулись с бедой не маленького масштаба, не в масштабах одной страны, а мы столкнулись с бедой национального масштаба, человеческого масштаба. Вся
планеты, огромное количество стран окунулись вот в эту непонятную для нас пока что еще патологию, связанную с этим вирусом. Почему? Потому что сам вирус – это вирус, но он дает огромное количество осложнений. И поэтому, наверное, хочется мне сказать одну простую вещь, что в первую очередь всем людям, которые до сих пор думают об этом вирусе, вирус он есть. Мы от этого никуда не денемся уже, он к нам пришел, но надо относиться ко всему достаточно взвешенно, и мы от этого не убежим. Необходимо принимать на сегодняшний день на своей стороне те правила игры, которые диктует, грубо говоря, нам этот вирус. С чем это связано? Работа, как была, так она и продолжает быть. Жизнь человека, она продолжается. Социальные какие-то программы, социальная работа, они не останавливаются. Единственное, что сейчас останавливает, на самом деле, хороший, продуктивный экономический показатель, социальный показатель, медицинский показатель любой страны, это маленькая такая бессознательность, что ли, всех граждан. Поэтому я еще раз призываю к вакцинации. Это необходимое условие для того, чтобы остановить эту беду. Человек, который вакцинировался, можно ли сказать, что он внес свой вклад в борьбу с коронавирусом? Однозначно. Однозначно. Человек, который вакцинировался, во-первых, он уже не попадет в категорию тяжелых больных, за которым мы будем стоять, что называется, по 10, по 15 человек за каждым больным день и ночь. Во-вторых, он не будет являться источником прямого инфицирования, по крайней мере, как у себя в семье, так и в обществе. Соответственно, чем больше в популяции будет вот именно вот эта иммунная прослойка, связанная с каждым гражданином, а в общей популяции это будет 60, а лучше, конечно, ближе к 85%, то ситуация, она очень быстро выровняется. Она не изменится за день, она не изменится за два. Не стоит обольщаться на какие-то скоротечные такие выводы, но мы можем повлиять на ход событий, и это однозначно. Спасибо большое, Эльдар Скандарович. Мы призываем всех телезрителей главного телеканала Республики вакцинироваться. Для этого нужно достаточно позвонить в поликлинику, записаться, либо в мобильный пункт вакцинации, которые работают в торговых центрах Республики. С нами был сегодня Ильдар Галимов. Это заведующий кафедрой детской хирургии Башкирского государственного медицинского университета. И мы как раз говорили о вакцинации. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.